Чтобы к весне получился богатый урожай, уход за садом и огородом надо начинать осенью, так как впереди зима, а значит, без необходимого количества питательных веществ и в особенности влаги многие растения, в частности деревья, не перенесут холода. До начала заморозков аграрии республики на своих садовых участках проводят влагозарядковый полив. Что он из себя представляет и в чем его польза, нам рассказал ведущий специалист отделения Россельхозцентра по Назрановскому району Саварбек Саков. Влагополив вообще что это означает? Это вот когда говорят осадки 300 мл, это значит на 1 квадратный метр 1 миллиметр почвы, когда вот 300, это значит 30 миллилитров, то есть 30 литров там воды, это распределение этой воды на 1 квадратный метр. Полив должен быть на винограде до 40, 50, 60 сантиметров вода должна быть проникать под корень. Деревья то же самое, до 80 сантиметров. Без обильного позднеосеннего полива появится риск высыхания отдельных веток. Особенно опасно это при морозах, сильных ветрах, когда нет снега. Также без запаса воды деревья могут получить солнечные ожоги коры. У колоновидных или карликовых плодовых деревьев корневая система находится близко к поверхности земли, поэтому им больше всех нужен осенний обильный полив. Так как в маловлажной почве, как ни странно это может звучать, для некоторых существует риск подмерзания корней. У нас в Ингушетии сейчас осень была без дождей, можно сказать, засуха, поэтому надо поливать. Виноград поливают от 200 до 400 литров воды на 1 корень. Это можно, у кого есть штырь, там такой стальной металлический штырь, который не гнется. После полива можно воткнуть штырь в землю, если он уйдет на 60 сантиметров без труда, значит он получил хороший влагозарядный полив. Конец октября. Где-то дней за 20, за 30 до заморозков нужно сделать это влагозарядный полив. Диаметр перекопки зависит от размера кроны. Обычно приствольный круг равен ее диаметру. Отступите от ствола 30-50 см. Вскопайте в землю копательными вилами или лопатой. По деревам у вас при такой перекопке получится 2 борозды. Вот по этим бороздам производите полив. После полива замульчируйте почву торфом или сухой травой, чтобы солнце не уплотнило землю и не образовалась земляная корка. Почва дольше останется таким образом влажной. Лучше сохранить свою структуру, воздуху легче будет проникнуть к корням. Влагозарядный полив имеет важное значение для зимовки. Они лучше переносят зиму, потому что корни, допустим, винограда, они зимой тоже растут, развиваются. И деревья тоже самое. Косточковые не рекомендуют поливать осенью. Косточки, хуже говорят, переносят. Это вишни, абрикосы. Я имею в виду семечковые, это вот яблони, у которых семечки в плодах. А косточки, это в плодах, которые косточки, это вишни, абрикосы, и другие культуры там. Если молодое растение, совсем молодое посадили, там 2-3 ведра хватит. Это будет влагозарядный полив. Молодому дереву много и не надо. Количество воды под дерево или ягодный кустарник зависит от размера, возраста растения. Например, под куст смородины, жимолости, ежевики достаточно 3-5 ведер воды. Для плодового дерева 5-7-летнего возраста от 5 до 10 ведер. Если вы поливаете из шланга, то при небольшом напоре. Это 10-20 минут полива. Но не старайтесь сразу такое количество воды выливать под растение. Распределите на 2-3 приема. Плодового деревья надо по кроне. Вот какая крона, такой корень расходится, надо по кроне полностью поливать. А виноград тоже, прямо около ствола нельзя, это просто нет резона ставить. Вокруг полить надо. И проверять надо потом, насколько ты полил. Иногда проверяют на срез. Виноград срезают, вот так вот, допустим, срезают. Если влагозарядный полив ты сделал очень обильный, то на срезе вот так при давлении может появиться вода. Вот я ее делал, но воды нету. Видите, он зеленый, а когда ты обрежешь, вот так сильно надаешь, здесь вода выходит. Это уже, значит, вообще достаточно. В садах влагозарядковый полив деревьев, проведенный в оптимальные сроки, по всем правилам обеспечивает хорошее промачивание приствольной площади почвы на глубину залегания основной массы корневой системы многолетних древесных или кустарниковых растений. Основная цель подзимных поливов – обеспечить садовым растениям адаптацию и устойчивость зимним морозам, суховеям. Кроме того, осеннего влагозарядкового полива деревьям или кустарникам хватает до весны. Такие растения зацветут позднее на 3-5 дней, а это значит, они уйдут от весенних заморозков и урожайность их повысится.